урока в изложении Шри Раманы. Природа Я. Я с большой буквы. Как только рождается тот, кто называется Я с маленькой буквы, с ним вместе рождается целый мир. Когда Я становится неактивным, например, в состоянии сна, мир также исчезает. Из-за этого мир считается формой Я. Как только рождается тот, кто называется Я, с ним вместе рождается целый мир. Первое отождествление большого Я с маленьким Я. Первое отождествление с формой. Очень часто, даже вот в сегодняшнем разговоре, вы можете замечать разговор из разных ракурсов. То есть иногда внимание будет сужаться в форму маленького Я, и в речи, когда я буду говорить «я», вы будете четко видеть, какое «я» имеется в виду. То есть «я» маленькая, что лежит в основе «я». Иногда за «я» будет подразумеваться «я» трансцендентное, «я» высшее, «я» большое. Очень часто, когда человек говорит о себе, он всегда имеет в виду форму маленького «я» в обычном бытовом сознании. Форма маленького «я» – это не просто отдельное тело, где-то там непонятно в вакууме или где-то еще в пространстве, в пустоте. Форма маленького «я» содержит в себе целый огромный мир. То есть это форма «я» как тело. Тело имеет определенные характеристики, интеллект, характер, там пол, женский, мужской, предпочтения, место проживания, желания, возраст. То есть все это уже запаковано вот в это маленькое «я». И когда человек говорит «я», имея в виду маленькое «я», подразумевая себя как форму этого тела, в этом «я» уже целый огромный мир. Целая вселенная сидит в этом «я». И очень часто, когда человек находится в какой-то ситуации, давайте возьмем какую-нибудь ситуацию, где человек испытывает эмоции, и ему не нравятся эмоции, или нравятся, это, в общем-то, не имеет значения, то это маленькое «я», оно всегда имеет разные формы. И когда человек, находясь в ситуации, говорит «я то-то, 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 то-то», или «я это», то это «я» все время меняется. То есть если вы очень внимательно исследуете тенденции ума, исследуете свой ум, практикуете созерцание, наблюдение за умом, вы увидите, как вы в буквальном смысле слова, когда в процессе общения, то есть в процессе, в мирском общении, говоря о себе слово «я», вы в буквальном смысле слова смотрите в этот образ, помещенный в определенную картину мира. То есть это не переносное какое-то значение слова, это в буквальном смысле прямо так и выглядит. То есть говоря «я» какой-то, вы уже себя поместили в мир. То есть в этом «я» уже целая вселенная раскрыта. И вот вы в этой вселенной стоите на какой-то улице, общаетесь с каким-то человеком, у вас уже есть куча предпочтений или отторжений, там привязанности, либо отторжения. И вот этот «я», вот прям с целой вселенной, он и говорит «я это» или «я то». То есть в этом «я» сидит целый огромный мир. Просто это происходит настолько мгновенно, что это быстро происходит, очень быстрая программа, ум очень быстро реагирует, что просто мы это не замечаем. Но если быть очень внимательным, быть очень бдительным, то на каком-то этапе времени
вы обнаружите, что вы прямо смотрите в эту картину. Вы прямо в нее, из нее как бы говорите о «я». То есть имея в виду «я», какое-то «я» маленькое, «я» как форма тела, стоящая прям в какой-то конкретной ситуации. Вот он, целый мир сидит в этом «я». И вы прям вот в эту картинку прямо смотрите вашим вниманием. И вы как завороженные этой картинкой, и буквально этой картинкой вы себя имеете в виду, буквально она как бы и говорит сейчас в данный момент с собою. И этих картинок у нас очень много представлений о себе. И каждый раз они меняются в зависимости от контекста. В какой контекст попадает тело, происходит отождествление с маленьким «я», и это маленькое «я» начинает говорить разговор. Происходит какая-то сенсорическая, мирские какие-то ситуации, да, которые могут вовлечь сансару. Когда «я» становится неактивным, например, в состоянии сна, мир также исчезает. У нас есть разные состояния. Состояние бодрствования, сон со сновидениями и сон без сновидений. Эти три состояния, вот заметьте, да, мы относим к маленькому «я». То есть, когда мы говорим о разделении, мы всегда имеем в виду какое-то конкретное «я». И даже вот в речи, да, когда я говорю, у нас есть три состояния сознания. Бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений. У кого они есть? То есть за этим «я» кто стоит? Все, за этим «я» уже стоит форма тела. Уже форма стоит, у которой есть разграничение. Тело спит, тело ходит. Тело ходит, бодрствование, тело лежит, глаза закрыты, сон со сновидениями, видится картинки, снов нет, сон без сновидений, другое состояние. Но даже здесь уже ложь. Даже здесь, если мы внимательно исследуем речь, да, вот есть такое у тибетцев чистота тела, речи и ума. Если мы исследуем чистоту речи, познаем пустотность слова, пустотность явлений, это такой один из этапов на продвижение на пути, да, к собственной природе, один из этапов, он не единственный. Когда мы исследуем пустотное слово, мы понимаем, что есть бодрствование. Мы начинаем исследовать, что такое бодрствование, что такое сон со сновидениями или сон без сновидений, где это находится. Если мы говорим это применительно к телу, то в какой части тела находятся сны или состояние без сновидений. То есть мы начинаем своим вниманием погружаться. Это не просто какой-то ментальный анализ, да, такой умственный. Нет, это именно внимание, мы начинаем исследовать, мы начинаем искать. То есть мы же говорим, что есть тело, и у тела есть то-то, то-то, то-то. Мы начинаем искать, где есть это у тела. То есть раз мы поместили себя в «я», как тело, и говорим, что у тела есть это, и это, в теле есть то-то, 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 тогда хорошо. Раз мы в это поместили себя, начинаем здесь искать. Где у тела состояние бодрствования? Где в теле находится сон? Или сон без сновидений, то есть где это находится, где это конкретно, прям вот так именно мы начинаем исследование. И здесь уже на этом уровне мы можем познать пустотность явлений, пустотность слова, то есть что слово, оно не такое, что уж и жесткое, то есть здесь уже наше восприятие теряет такие жесткие границы, теряет плотность. Если раньше нам казалось все таким конкретным, да, вот бодрствование, я точно знаю, что это бодрствование, я точно знаю, что такое сон там, со сновидениями, то есть все понятно, да, все такое понятное. Вот когда у нас такое все понятное, у нас мир очень жесткий, очень плотный. Но этот мир, это и есть я, мир, да, потому что я его воспринимаю, и это восприятие во мне. То есть, соответственно, я становлюсь очень жестким и очень плотным. То есть я в буквальном смысле слова себя уплотняю. Это прям ощущение, это не метафора, нет. Это прям вы начинаете чувствовать, чем невозможно сказать. Вы это чувствуете, что вы становитесь плотным. Вы. Это уже не тело. То есть тело – это тело.
Вы как ощущение, кто ощущает себя, но не тело, ощущает себя плотным и вот таким прям конкретным. Все, я знаю это, я знаю то, то, то. Здесь вы начинаете познавать пустотность явлений. Что есть это, что есть то. Вы начинаете понимать, что что-то тут не так в словах. И где это, что это, мы не можем найти, да. То есть возникает такая как-то раскодировка словесных терминов. Это касается не только слов. Я сейчас затронула этот момент просто касательно слов. Это касается всего. Таким образом можно раскодировать ощущения, можно раскодировать эмоции, чувства, вкусы, всевозможные вкусы, погружаясь своим вниманием вовнутрь и исследуя, где это, а что это, а как это, где оно чувствуется, что это такое. То есть, и вот вниманием, когда мы вглубь погружаемся, мы можем раскодировать множество явлений. То есть вы как бы делаете их менее плотными, да? Например, какой-то вкус раскодировать. Вот вы говорите «сладкое», и вы берете что-нибудь сладкое, и прям вниманием в сладкое. Где оно? А где оно находится? А что такое сладкое? И если вы очень глубоко погружаетесь, вы можете на какой-то момент времени обнаружить, что как будто оно пропадает, как будто сладость уже не сладость, а непонятное какое-то. То есть теряется такая плотность восприятия. То есть пока сознание очень плотное, у него все разграничено. То есть сладкое, оно сладкое, кислое, оно прям вот кислое-кислое. Все, я точно знаю. То есть это очень плотное сознание, очень плотное восприятие мира. То есть это в буквальном смысле ты прям чувствуешь себя таким плотным, скомканным, скукоженным. Как только ты начинаешь исследовать эти явления, и ты обнаружишь, что они становятся какие-то блеклые, как будто что-то происходит, нету этого, что-то такое непонятное, то есть оно начинает меркнуть, явление исчезает. Это касается всего, пустотности слов, пустотности ощущений, чувств, явлений, вкусов, всего. Все, с чем вы сталкиваетесь. Можно на эту тему говорить очень долго, много часов. Но что это дает? Это дает познать пустотность явлений. Это дает познать, сделать шаг к освобождению. Потому что мы себя засунули в плотный комок «я». И у нас все такое понятное, жесткое, четкое. И вот чем оно понятнее, чем оно жестче, тем вот вы становитесь таким, более таким сжатым. Вот если помните, маленький росточек молодой, он способен просто пробить асфальт, да, когда он растет. А он очень гибкий, его сломать очень легко. А если взять какую-нибудь железную прут и долбить ей, допустим, там в асфальт, то очень легко его сломать. Вот примерно такая аналогия происходит с вами, с вашим сознанием. Когда у вас все понятно, жестко, четко, вы вот такой вот сжатый, жесткий, и вас очень легко сломать. То есть ветер кармы вас очень быстро вынесет. Когда вы гибкий, вы пластичный, мир перестает быть плотным. Мир перестает быть для вас конкретным. Мир теряется, мир в буквальном смысле начинает растворяться, потому что мир — это то, что вы воспринимаете. Это не что-то там, не знаю, там забор или дерево. Это восприятие, потому что забор и дерево — это чувства, которые вы проживаете, это ощущения, это находится внутри вас, это внутренняя программа восприятия. И возвращаюсь назад, да, где я говорила, что у нас есть разные состояния. Вот я имела в виду, что можно поисследовать, где эти состояния находятся конкретно. И прям начинаете вниманием погружаться и исследуйте, где переход из одного состояния в другое, а где оно находится, а к чему это применимо. То есть вы познаете таким образом пустотность явлений. Это один из шагов на пути к освобождению от собственных умственных тенденций. Потому что сансара находится в уме. Это не кому-то может показаться простым, но на самом деле это такая очень серьезная работа. И она не делается ни за день, ни за два, ни за неделю, и не за месяц, и даже не за год. Это долгое-долгое время.
долгое выслеживание, отслеживание собственных тенденций, наблюдение тенденций ума, очистка тенденций ума. И вы все чище, 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 чище. Свет сознания все ярче, 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 ярче пробивается. И познание вот этих пустотных явлений – один из шагов на пути к этому, но не единственный. То есть в следующий раз, когда вы, допустим, помещаете себя в маленькое «я», и у вас такой разговор какой-то вот по поводу этого «я» возникает в голове, и вот вы уже словами там говорите, и что-то, эмоции какие-то идут, это уже даст вам в следующий раз такой, знаете, мудрость, понимание, а что я сейчас имею в виду вообще, говоря, что я там то-то, 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 а есть ли это на самом деле? То есть какую иллюзию придумал ум? То есть вот это все самоисследование, оно в итоге вам, как бы вы вот всем этим, что вы нас самоисследуете, всем этим потом будете смотреть в себя. И вот это все, оно будет обладать огромной силой растворения кармы. Карма – это тенденция ума, это вихри ума, энергии, которые вас все время сносят в какие-то действия. И даже проблема не в том, что сносят в действия, а в том, что вы к этим действиям либо привязываетесь, либо вы их отторгаете. В общем-то, это одно и то же, потому что отторжение – это уже привязка, это одно и то же. Вот где карма, где возникает отношение, привязка к явлениям. Все, возникает страдание, отношения, и все, вы уже плотный. Вы уже бегаете, есть мое, есть не мое надо себе защитить, что же мне делать, и так далее, и так далее. И вот, когда вы обретаете опыт самоисследования, множество состояний, множество явлений, осознаете пустотность явлений, приходите к пониманию, кто такой я, истинный я, это кто, да? Когда у вас все это вместе сложится, вы буквально всем этим будете смотреть в собственные тенденции ума, которые будут просто, они не смогут пройти, потому что у вас настолько мощный будет цвет присутствия, что нечему будет залезть. Оно только попытается, и вот вы вот всем этим опытом в него раз, и оно растворяется на моменте возникновения. То есть вас уже не сносят в привычной ситуации, как раньше. Когда я становится неактивным, например, в состоянии сна, мир также исчезает. И вот мы сейчас обращаемся к разным состояниям, да? Состояние бодрствования, сон со сновидениями и сон без сновидений. Сон со сновидениями – это тоже отражение бодрствующего сознания. Вы можете встречать разные термины: бодрствующее сознание, сознание сна без сновидений. Понимаете суть, да, что это не какие-то отдельные сознания от вас, где-то там в углу или в каком-то месте. Это просто способ говорить. Это просто способ описать что-то. То есть здесь тоже вам потребуется исследование пустотности терминов, что каждый термин, он в сути своей нуждается в куче подпорок из других терминов. То есть как столбиками надо окружить. Вы не сможете, вот вы говорите сознание, да, все. А чтобы сказать, что такое сознание, вы должны определить слово сознаниями другими словами. А эти другие слова тоже еще словами, и еще. Такая вот иллюзия слов. Мы идем в бесконечность, кто сказал первый звук, так или иначе. И вот методом вот этого распутывания слов, кстати, помните интересный момент, помню в детстве, кстати, это такая очень интересная штука, в детстве мы баловались. Какое-нибудь слово берете, например, забор, и быстро, долго его говорите: забор. И потом на какой-то момент времени что-то такое щелкает внутри, и ты не воспринимаешь забор забором. То есть что-то такое, как вот непонятное, как будто какие-то наборы букв, какая-то каша из букв, и ты абсолютно не понимаешь, что это. То есть не включается вот эта вот понятийность, как будто вот слово раскодировалось. Вот. А мы настолько, представьте, насколько мы плотными ощущаем слова, насколько у нас плотные в них смыслы сидят. Мы уже даже не задумываемся, а что это значит, а почему это так. У нас уже все конкретно.
И вот мы стали такие конкретные, плотные, с кучей проблем, что потом с этим делать. И вот практика исследования пустотности слов. Очень такая полезная вещь. И в следующий раз, когда вы поисследуете пустотность слов, и когда вы будете в какой-то ситуации, где, допустим, у вас уже какие-то реакции, что-то пошло, это вам уже не даст как бы выскочить в привычную модель поведения. И когда вы будете говорить «я там, вот я то-то», вы уже раз, и вам уже это не даст, вы уже подумаете, а что я имею в виду, а если это на самом деле? То есть уже такое сомнение возникнет. Потом это сомнение перейдет в большую глубину, и вы уже поймете, что какую-то я ерунду говорю, ум чего-то придумал, чего на самом деле не существует. То есть таким образом у вас очищается речь, тело, речь, ум. Да? Все начинается с ума. Таким образом механизм речи очищается. Очищается, соответственно, ум, мысли. Потому что речь – это порождение мыслей. А речь вот в процессе, да, даже сейчас, это тоже мысль, просто это очень быстрый процесс. Иногда у нас получается сначала подумать, потом сказать, но когда мы в процессе говорим, это тот же мыслительный процесс, просто очень быстро проявленный, что вы не видите как бы промежутка между тем, как оно возникает, и говорится. Возникает и говорится, это очень мгновенно происходит. И таким образом вы очищаете речь, очищаете мысли. Приходите к познанию пустотности явлений, пустотности терминов, пустотности того, что в них вложено. Каждый термин нуждается в другом термине. Каждый термин нуждается еще в термине. Еще. И в итоге, когда вы будете что-то говорить, у вас такое будет непонимание, что это, где это. Но в этом не нужно зависать, потому что многие начинают зависать как бы в таком состоянии такого непонимания, что это вы мне говорите, вообще непонятно, термин какой-то, что это. То есть будьте очень внимательны. Есть несколько вариантов. Один из вариантов – личность за этим может хорошо спрятаться, как бы отгородившись, когда, допустим, какая-то угроза личности возникает, атака, да? Какие-то эмоции могут возникнуть, покушаются на личность. Она очень здорово может использовать этот аспект, типа, что я не понимаю, что вы там мне говорите, это какое-то непонятно мне что-то. То есть так вот за ней спрятаться, это не для этого. Это для того, чтобы вы начали в себя смотреть, очищать ум от тенденций, потому что прятание за термином – это уже кто-то появился. А этот кто-то, он конкретный, он уже я. И этот маленький я, который спрятался за идеей, типа, я ничего не понимаю, там, что эти термины значат, какая-то пустотность такое, что вы мне говорите, да? Но этот я, который не понимает, он-то конкретный, и он уже стоит на улице такой-то, в такой-то вселенной, в виде тела, то есть, понимаете, да, то есть у него своя вселенная-то осталась, он остался, просто он спрятался за идеей непонимания. Это делается не для этого, потому что многие начнут этим пользоваться, и личность, которая не созрела принять мудрость этого, она начинает играть дальше, то есть делать прежние вещи, ну просто уже ей выгодно этот механизм использовать. Но если вы это делаете, есть такое слово в йоге сатья, правдивость. Если вы используете сатью, правдивость к себе, исследуя пустотность явлений, то у вас просто не возникнет такая подобная игра, да, игра личности, которая за этим может спрятаться и сказать: ой, да, вот что-то там вы мне такое говорите, ничего не понимаю, потому что и это будет видеться как пустотное, а это кто тогда возник, который спрятался? То есть вот здесь такая глубина появляется. И еще один из вариантов может быть как камень преткновения, на котором может искатель застопориться, познавая пустотность явлений. Это такое погружение, ну, можно назвать состоянием, как сказать, отрешенности,
или лая, такое состояние есть название в йоге, да, состояние отрешенности, что, мол, вообще ничего не понимаю, смыслов нет, то есть реальное состояние, не прячется за этим кто-то, да, используя это как игру, да, в собственной выгоде, а именно вот такое, на самом деле, такой ступор, да, может возникнуть, что ничего не имеет смысла, все пустота, что же мне делать, да? Вот это такой более серьезный вариант. То есть здесь надо учиться в это играть. То есть понять это, поработать над собственными тенденциями, которые омрачают ум, и просто использовать это в игровой форме, но уже без отношения, что есть я, мое, без привязки, либо отвержения, что в сути есть одно и то же, а просто в легкости использовать по моменту. То есть у вас должна такая многогранность открыться, мудрость. То есть в моменте понимания правил игры, в которой вы сейчас в данный момент находитесь. И если вы находитесь там где-нибудь в магазине, вы точно знаете, что вам надо купить хлеб. Вы не стоите и не спите, и не знаете, что это такое, да? Вы знаете, что вам надо купить хлеба. Вы знаете, что вам надо купить это, сказать какие-то слова, дать столько-то денег. То есть вы включаете ум по моменту. И вот это должно все вместе быть соединено, чтобы человек не провалился в какое-то такое состояние такого отрешения, забитости какой-то такой, спрятался в собственную пещеру непонимания и что мне делать, да, со всем этим. То есть такое может возникнуть, это препятствие, но оно проходится, оно должно быть пройдено пониманием того, что как я, тело, вы находитесь в миру, то есть мы сейчас говорим про маленькое я, и в этом миру вы все равно вступаете в какую-то коммуникацию. Здесь у вас просто открывается новая грань, новый уровень восприятия. Хотите, назовите это не уровень, хотите, назовите это не уровень, не грань, можно назвать любым другим словом. Просто понимайте суть, что имеется в виду. Мы используем слова, чтобы мы могли донести информацию как-то. Если бы не было слов, мы бы не смогли с вами ни о чем говорить. Это я к тому, что многие адвайтисты используют знания в таком умственном, взращивают очень сильный такой ум, а кто здесь говорит, а кто здесь говорит, а это кто, а это кто. То есть получается такая, чтобы не превратилось знание в битву ума, чем очень некоторые люди страдают, да, когда получают какое-то, открывают знание адвайты, недвойственности, и начинается такая какая-то изощренная битва умов, то есть такая сухая полемика, а кто здесь сказал, а кто здесь сказал, и такое, то есть ничего не поменялось в сути, человек просто начитался информации, принял это вот умом и начинает бодаться с кем-то умом, то есть не превращайте знания в сухую полемику, сухая полемика вам ничего не даст, останетесь на том же уровне. Здесь мы говорим в более глубоком контексте понимания. Поэтому вы должны уметь использовать, вы должны уметь, можно так условно сказать, в разных уровнях уметь коммуницировать, то есть как бы спускаться в разные уровни восприятия и спокойно себя в этом чувствовать, как рыба в воде. У вас не должно возникать какого-то такого отторжения, что, как у многих может появиться, да, что ой, там, что это я буду здесь там делать, или зачем эта жизнь нужна, все, начинается такое прям жесткое непринятие, вот. То есть здесь мы как бы стопоримся, да, но мудрость исследования, она должна включать все аспекты. Постепенно я к этому подведу, и сложится общее понимание. И вот этим всем общим пониманием вы в буквальном смысле будете смотреть на каждую ситуацию. То есть это видение, оно будет мощным, буквально всем этим опытом смотреть на все то, что к вам приходит в виде энергии, в виде мыслей и так далее, слов и так далее. Я становится неактивным, например, в состоянии сна. Мир также исчезает.
Из-за этого мир считается формой «я». У нас есть одно из состояний — сон без сновидений. И вот там «я» — это просто «я». И если методом исследования, если методом медитации, практики йоги сновидений вам удастся обрести подобный опыт, где вы в осознанности будете проживать состояние сна без сновидений, можно сказать так, либо состояние, где отсутствует какая-либо форма, но «я» — это «я». Если вам удастся обрести подобный опыт, то в этом опыте всегда присутствует «я». То есть может быть какая-то форма восприниматься, может какая-то форма не восприниматься, но «я» всегда присутствует. Даже если вы осознанно не проживаете какие-то такие состояния, допустим, как сон без сновидений, у вас всегда есть об этом как минимум память. И когда вы просыпаетесь и говорите, что сегодня я спал, но мне не снились сны, сам факт этого говорит, что в тот момент я присутствовала, и оно знает, что не было снов. Просто в моменте бодрствующего сознания, когда тело открыло глаза, вы не можете вспомнить тот опыт как прожитый в состоянии осознанности. Но в тот момент, когда он происходил, вы точно там были, потому что факт того, что вы об этом знаете, сам о себе говорит, что это есть, что вы там есть, что вы как «я», как то, что присутствует «я», чувство «я», вы никуда не исчезли, иначе вы бы просто не смогли сказать об этом. Это очень просто понять. Когда вы о чем-то говорите, это уже существует, даже если вы это не можете вспомнить вот сейчас, прям вспомнить, вытащить из памяти, как это было в тот момент. Механизм памяти и механизм переключения в разные состояния очень интересный. Когда вы будете глубоко погружаться в разные исследования разных состояний, вы обретете опыт и поймете, о чем я говорю. Очень часто бывают состояния, когда вы в бодрствующем сознании, скажем так, в бодрствовании, вы не помните, что что-то было. Это определенная сила, которая нарабатывается методом медитации, концентрации, очистки ума, нахождением в естественном состоянии, обретается определенная сила для того, чтобы подобные состояния, память об этих состояниях переносилась из одного состояния, допустим, в состояние бодрствующего сознания. Состояние бодрствующего сознания достаточно плотное по восприятию. И когда вы переключаетесь из одного, допустим, состояния, какое-то там испытывали, в бодрствующее, вы можете прям вот момент переключения поймать и почувствовать, как происходит вот это схлопывание в форму, в личность, в форму тела, и как возникает ощущение буквальной плотности, как вот вы были чем-то таким огромным, чем-то, целый мир там раскрылся, и вот вы вот чем-то из этого всего вхлопываетесь в тело. Это может происходить у каждого человека, но просто человек просто сознательно имеется в бодрствующем состоянии, может об этом не помнить. Почему не помнить? Потому что, опять же, состояние ума. Если ум постоянно набит мыслями, сильными мыслями, которые заряжены «хочу», «не хочу», «моё», «не моё», у него постоянно вот эта вот тенденция, да, ум быстрый, много-много мыслей, он просто не вспомнит. Это как память компьютера, набитая постоянными файлами, программами, вирусами, постоянно вот этот ресурс тратится на обслуживание вот этих программ, которые все время о себе, я говорят. И вы просто не помните этого. То есть переключка происходит, что-то такое может случаться с вами, какие-то вещи интересные, глубокие, но вы их осознанно не можете вспомнить в бодрствовании. Просто быстро отключается моментом. И когда-нибудь вы обнаружите, как эта переключка происходит, как происходит
перетаскивание памяти из одного состояния в другое, или как она стирается. То есть когда-нибудь вы это поймаете. Это определенные наработки. Со временем, исследованиями, медитациями, каким-то подобным опытом вы придете, у вас сложится более глубокое понимание о природе «я». То есть, что «я» — это не только вот это тело маленькое. «Я» может быть всем чем угодно. Чтобы этот опыт у вас сложился, мы как раз сейчас об этом и говорим. Контроль ума, наблюдение тенденций ума, очищение ума, вопрошание постоянное «кто есть я?», исследование пустотности явлений. Мало того сказать, что ты есть и все. То есть, кому это дало что? Ты есть, да, ты это ты. Это как, по сути, да, это ведь правильно. Я это я. То есть тут не прибавить, не убавить. Я это я. Очень просто. Но кто этот я? Когда я говорю я это я кого имею в виду? Тело вот это? Или что? То есть, когда вы говорите я это я, вы говорите каким-то опытом всегда. Я могу сказать я это я, и в этом лежит очень много. Кто-то говорит я, и это просто тело для него. И чтобы вот у вас сложилось иное понимание, а складывается оно в состоянии бодрствующего сознания. Именно в состоянии бодрствующего сознания вы осознанно проходите, делаете практику, которая потом переходит в другие состояния. Сон со сновидениями, потому что сон со сновидениями – это отражение бодрствующего сознания. Весь тот хлам, который мы копим в состоянии бодрствования, он тащится в тонкий мир, создает тонкие миры. И там вы ничего не можете сделать, пока вы осознанность здесь не обрели. То есть если у вас осознанность приходит в тонкие состояния, то это значит, что у вас уже более-менее осознанность есть бодрствование. Но там осознанности не будет, пока бодрствующее состояние напичкано мыслями. И от того, что вы где-то услышите какие-то высшие истины, адвайтические, я это я, или я ничто, или все, ты уже реализован, все, ты уже просветлен. По факту да, природа всегда просветлена, но что это тебе дало сейчас? Тебе, опять же, кому я говорю, про маленькое я. А как ни крути, маленькое я проходит трансформацию. Как ни крути, не нужно быть слишком заносчивым, да, чтобы сказать я это я и все. Я это я. То есть маленькое я, как ни крути, проходит трансформацию. Сколько бы вы ни слушали сатсангов, лекций, где вам говорят, что избавьтесь от образа я, там, да, это все правильно, но понимаете, маленькое я уже прошло трансформацию тех людей, которые об этом говорят. То есть их маленькое я уже не тревожит какие-то мелкие вещи, которого человека, допустим, только встающего на путь, еще могут выносить. То есть люди, которые говорят высшие истины, их я уже трансформировано. Поэтому сказать кому-то, что ты-то ты уже просветлен. Что поменялось-то? От того, что вы знаете это, что-то поменялось кардинально? Вы просто как бы умом это услышали, поняли, просто запомнили. Я уже просветлен. И что? И завтра ты выходишь в социум, и там прежняя война. И ты приходишь, у тебя там опять куча эмоций, голова болит. Что мне делать? И потом к психологу поход. То есть, ты-то просветлен. То есть, что это дает? Как ни крути, маленькое я проходит трансформацию. Личность трансформируется. Просто здесь мы уже говорим о другом уровне личности. Мы говорим о переходе личности из маленькой в более божественную, с божественными качествами, качествами сострадания, открытости, любви. Это не какое-то чувство, как понимает себя обычный человек, да, какое-то гормональное. Это воззрение на мир. Это то, как ты проявляешься, то, что движет тобой. То есть ты обретаешь другие качества. В этом плане очень рекомендую посмотреть сериал индийский «Бог богов Махадев». Вот если кому-то
интересно, и кто-нибудь так глубоко будет смотреть, вы увидите, вы поймете то, о чем я говорю, божественные качества. То есть качество самоотдачи, самоотверженности, отдачи всего Богу, раскрытия, качество сострадания. Вот что личность приобретает. И это происходит. И это все есть огромный путь. Это не просто ты уже просветлен. Кто пошел просветлен? Пошел, взял меч и пошел там воевать. Ты в сансаре. То есть тебе, когда ты самоисследуешься, познаешь множество вещей, тебе просто это уже не потребуется. Не потребуется брать меч, не потребуется воевать словесно или еще как-то отстаивать что-то, потому что ты познаешь пустотность явлений, ты познаешь, что я не деятель, ты познаешь, что мне ничего не принадлежит, это игра высшего. Но это не будет просто такое умственное понимание, это будет на опыте прожито. И когда это прожито на опыте, всем этим опытом ты будешь смотреть в момент. Весь этот опыт будет просто огромной бездонностью. У него просто, у мелкой личности не будет шанса. Она только попытается проявиться со своим «ой, мое, мое, мое». И ты вот этим всем божественным просто его смотришь и давишь. Оно просто не будет шанса, потому что есть что-то более великое. И это не делается просто пониманием. Я уже просветлен, я уже Бог. Там. Я — это я. Ничего делать не нужно. Нет, делать нужно. Это постепенный процесс. И это не за день, не за два, не за неделю и не за месяц. Это долгое отслеживание тенденций ума. Представьте, сколько мы взращивали ум. Механизм ума взращивался тысячелетиями, уплотнялся. За эго воевали, за эго столько всего происходило. Эго стало очень мощным, плотным. И вы даже не представляете, какие бывают вещи, которые могут выскочить просто. Вы даже не подозреваете, что оно где-то в вас существует, а оно раз при подходящем, так сказать, при подходящих условиях и начинает прорастать. Вы даже и думать не думали, а оно раз и прорастает. То есть появляются условия определенные, и взросшенные тенденции начинают как росточек проявлять всю свою прекрасную форму. То, что вы даже не подозревали и не видели, скрытые тенденции. Когда я становится неактивным, например, в состоянии сна, мир также исчезает. И вот в состояниях, про которые я говорила, если вам удастся прожить состояние, где нет форм, это может быть как вариант сон без сновидений, то я там присутствует. То есть из этого мы какой делаем вывод? Смотрите, все выводы мы делаем в состоянии бодрствующего сознания. Именно здесь, в состоянии бодрствующего сознания, происходит ваша реализация. И именно здесь копится карма, которая тянется дальше, дальше, дальше. Я есть. Форма может быть, может не быть. Мир может развернуться, а может не развернуться, но я есть всегда. Из-за этого мир считается формой «я». То есть тот, кто привык считать себя формой, то, что проявляется из «я», а с этой позиции можно сказать, что является формой «я». И вот на этом срезе вы можете услышать такие выражения, как «я есть все». Да? Да, в каком-то смысле так и есть. Ты есть все. И эмоции, и чувства, и тело ты тоже есть. И другие тела ты тоже есть, и мир ты тоже есть. То есть ты есть все, потому что все находится в сознании, в тебе. С этой позиции ты можешь сказать, что ты есть все. Но это, как правило, когда ты говоришь «я есть все», это такая маленькая зацепка, еще привязка к форме. То есть такое маленькое-маленькое желание считать себя чем-то, формой. И ты говоришь «я есть все». Но если мы вернемся к состояниям, где есть и я, допустим, сон без сновидений, отсутствие любых форм, то есть здесь мелкое я неактивно, но я есть я.
Тогда ты можешь сказать: и я ничто, потому что ничего не проявлено, но я есть. Нет форм, но я присутствую. Но ни то, ни я все, ни я ничто не является истинным. Это как бы близко, но это еще способ говорить. То есть попытка к этому приблизиться. Ты не ничто, ты это ты. Что такое ничто? Когда ты говоришь ничто, ты отталкиваешься от наполненности чего-то, да? То есть, когда ты говоришь ничто, ты имеешь в виду, ты опираешься от знания чего-то, от знания формы. И от этого знания, буквально этим знанием ты сейчас становишься, когда говоришь, что я ничто, обратите внимание, ты уже стал чем-то. То есть знание чего-то говорит, что есть ничто. Куда ты погружаешь свое внимание, тем ты и становишься. Ты погрузил себя в знание формы, этим знанием сейчас являешься, в него буквально смотришь. Это внутреннее смотрение не глазами, ты прямо смотришь в него. И ты отсюда, из этого как бы раскрываешь мир и говоришь: я ничто. Но по сути это то же самое. Что я все, что я ничто. Я — это я. Надо понять, что я просто существует независимо от чего бы то ни было. Вот что нужно единственное понять. Но это достигается самоисследованием, медитациями, практиками. Что я присутствует всегда. Что я не может исчезнуть. Вот что самое главное нужно понять. Не как-то обозначить я все, я ничто. Какая разница? Кому нужна это, кому ярлык нужен? Почему он нужен? Для чего? Что это даст? Самое главное, что нужно понять, что я невозможно истребить, что ты не умираешь, что ты вне времени, ты не появишься и не исчезнешь. Я — это я. Все, я — это я. Как бы звучит просто, но чтобы это просто сказать, это надо обрести такой многогранный опыт вот этого «я» в разных состояниях, в разных формах, без форм, перехода разных состояний. И ты можешь сказать: я есть я. То есть что за этим стоит? Ты буквально всем опытом говоришь: я есть я. Это не просто фраза в голове, где ты прочитал, это опыт. Ты вот этим опытом вещаешь: я есть я. То есть ты подразумеваешь вот это все, что ты наисследовал, напроживал.